Так, ну, друзья, подвожу итоги, буду говорить на русском, потому что в голосовании присутствовали не только сахоязычные, но и русскоязычные, да, мои зрители. Вот, ну, я распечатал, я подготовился по вопросам. Ну, сперва пройдемся по вопросам. Вообще, смотрели ли вы мои фильмы? Там да, 94 против 6 нет, да? Мечтать не вредно посмотрели 44% респондентов и 56 не просмотрели. Кута посмотрели 74, не посмотрели 26. Последний день посмотрели 41%. Кюреях посмотрела, ой, ну вот, выйдет, но немного тоже, да, тут оказывается не видно. Так, Магнагетаптал посмотрела 60%, Атыналох посмотрела 57%, Хараджай посмотрела 50/50, да, Республику Z посмотрела 77%, Сеттахсир Ях посмотрели 51%, Рекордсмен Кар посмотрели 82%, и Эд посмотрели 33%. Так, какой фиток, да? Ну, получается, вот Хар у него было больше шума, он победитель там фестиваля, там входил в топ 15 российских фильмов, да, из-за этого этот фильм вызвал больше интерес и, соответственно, больший процент, да. Самый минимальный процент это конечно, его мало кто посмотрел, потому что была проблема с QR-кодами, как мы все знаем, там объявили вход в кинотеатре только с QR-кодами, из-за этого кино мало кто ходил, и еще он совсем новый, на онлайн-стримингах не был. А по остальным, вот, ну, по-разному, да, вот, Кута, допустим, 74, там Республика Z 77, вот, эти фильмы в свое время тоже были очень популярны, Кута продавался на DVD, показывали по телевизору, на онлайн платформах он есть, Республика Z тоже имел некий успех в кинотеатрах, его показывают на онлайн платформах и так далее, да, вот. И здесь потом был опрос именно по тому, какой из фильмов вам больше понравился, да, и естественно, у кого процент больше просмотров, тот фильм имеет больше шансов быть самым этим, да, лучшим. Получается, так и получилось. Вот по вопросам я вижу, что больше всего понравился Хар, потом идет Республика Z и Кюреях, да, беглый. Вот. И еще вот многим понравился. Атыналох фигурирует, и еще много раз фигурирует Кута, Магнагетаптал, да. Спасибо тем, кто писал все фильмы, таких ответов довольно-таки много оказалось, да, и еще людям нравится Бедайкун. И, естественно, про «Мечтать не вредно» никто не написал. Это был мой дебютный такой видеофильм, да. И, ну, опросом я доволен, как я ожидал, вот у какого фильма просмотров больше, и, соответственно, он в процентном соотношении понравиться должен был большему количеству респондентов. Вот.
И были еще вопросы, да, под этим опросом, там еще были пара негативных, почему опять, ну, возвращаемся к теме, к тому, что почему бесплатно не показываете, влаживаете на YouTube. С одним человеком у меня была перепалка словесная, но вроде человек понял и обрадовался, что фильмы появляются на онлайн-платформах. И возвращаемся к тому, где эти фильмы посмотреть. Меня очень заинтересовал, да, вот по двум фильмам Хараджай и Бютехеккүн. У них вот у Хараджай 50 на 50, а 50% посмотрели, 50 нет, да. И Бютехеккүн там 59 не посмотрели. Вот здесь очень странно, так как эти два фильма вот именно лежат на ютубе, на свободном, ну, в свободном доступе. Захотел, посмотрел. Но здесь возможен такой фактор, что жанр человеку не нравится, и он не посмотрел, да. Вот, но еще раз повторяюсь, вот эти два фильма есть на ютубе, можете посмотреть там, напишите Хараджай смотреть онлайн, он там есть, и Бютехеккүн, он тоже есть на моем канале, вот Сайдам Барыл, да. Были вопросы по фильму «Мечтать не вредно», в этом перехарче, где его посмотреть, но его нигде онлайн посмотреть нельзя. Он разошелся там на DVD и на флешках, да, там, когда еще онлайн-стриминги не были такими популярными, это 2010, да, в 2010 он вышел, и, соответственно, в то время копировали на флешках, да, якутские фильмы, на торрентах еще не вылаживали, телеграм, пираты еще не существовали. Вот. Теперь дальше, да, по фильмам. Ну, просто пойду по списку. Кута. Он есть на онлайн-платформах на Иви абсолютно бесплатно или по подписке, там без разницы, он есть, его можно посмотреть. На Окко он есть по подписке, да, можете пересмотреть или те, кто еще не смотрел, посмотреть. Идем дальше. Про Бютехеккүн сказал, про Беглого, да. Беглый, можно легально его посмотреть на платформе Окко, он там есть, очень жесткий, 18+, многим он, оказывается, понравился, можете опять же пересмотреть или посмотреть, если вы еще не видели. Там, ну, это мой первый фильм, который и мы снимали в минус 56. Так, Магнега Таптал. Магнега Таптал есть тоже на Окко по подписке. Там пишите в поисковике «Первая любовь» и вы найдете этот фильм. Это замечательный фильм с Федотом Львовым и Изабеллой Егоровой, да. Это, наверное, один из немногих моих фильмов, который не критиковался, да, там хейтеров было минимально на афише ИКТРУ, когда фильм вышел, так что можете проверить, посмотреть, ну, душевный, приятный фильм. Атыналох вы можете посмотреть абсолютно бесплатно, без подписки на Иви, или, ну, там бесплатно он идет с рекламой, или же по подписке без рекламы. А также его можно еще посмотреть на Окко, да, также он есть там, пишите только не Атыналох, а другая жизнь. Республика Z. Республику Z уже можно посмотреть не только на Иви, да, еще он есть на Стартру,
а также вот у кого Мегафон тоже можете его посмотреть, у кого Amazon Prime тоже, ну, в общем, там с английскими субтитрами есть, хотя, наверное, если вы живете только в Северной Америке, у вас будет возможность посмотреть на Amazon Prime, потому что там фильм именно на Амазоне продается в той территории. Вот. Сеттехсир Иях. Мы ведем переговоры, пока что неизвестно, на каких платформах он выйдет, но вроде бы мы уже доходим до логического завершения переговоров, и надеюсь, этой весной вы его сможете увидеть на какой-нибудь из платформ, да? Харакар можете посмотреть Премьер, Винг, то есть Ростелеком и ОККО. А также, ну, это все по подписке, а также платно купив себе в коллекцию, можете на Apple TV, если вы пользуетесь им, или же Google Play, и на YouTube тоже платно можно купить и посмотреть. Пока что нигде нет, опять же ведутся переговоры, но вроде уже к февралю мы договоримся и всем сообщим, где его посмотреть онлайн. Да, к сожалению, его в кинотеатрах посмотрело очень мало людей, и есть, естественно, в вопросе там 67% еще не посмотрели. Вот. И теперь, возвращаясь к тому, вот почему не вылаживаем в YouTube, как Хараджай и Битекинде, вот новые фильмы. Ну и еще вот вопросы вот многие пишут всегда, почему не показываете, да, вот, ну, на примере Сеттехсир и это из-за того, что ведутся переговоры, это все равно, что там продажи, да, фильмов на платформу так просто не делаются. Вот. И многие спрашивают, а почему не показываете. Могу ответить, что во многих онлайн-платформах российских они уже есть. В том же Кинопоиске есть несколько якутских фильмов. Самая большая коллекция на ОККО есть. На Иве несколько фильмов, на Ростелекоме, ну и так далее, да. И с каждым разом все больше и больше будет фильмов на различных платформах. Почему мы показываем через платформы? Ну, это все равно работа, мы живем кино, мы зарабатываем только на кино, и с проката иногда мы просто даже не выходим в ноль, да, и получается вот единственный возможный заработок это онлайн-платформы, и ну, это легально, это во всем мире так и есть понятие авторские права, и вот то, что пишут, что ну, допустим, мне говорят, да вот, мы смотрим американские фильмы бесплатно, скачиваем там онлайн, бесплатно смотрим с рекламой казино, да. Это, друзья, вы все равно нарушаете закон и помогаете обогащаться пиратам, которые вообще не делают отчисления авторам. В развитых странах это очень сильно карается, и уже там, ну, все уже переходят на легальные платформы. Это очень удобно, оказывается, вот подключаться к таким стриминговым платформам, и я
могу сказать, что у меня подписки есть на Okko, там, на Иви, Премьер, Netflix, там еще там Ростелеком. И это очень удобно, потому что новинки ты смотришь уже не скачивая откуда, просто телевизор включил, выбрал платформу и наслаждаешься кино. Очень много фильмов по подписке, пересматриваешь старые свои любимые фильмы и так далее. И это на самом деле не так уж много стоит. Ну, один поход в кино там с супругой, да, обойдется как минимум в 1000, потому что билет там по 350, это уже 700. Купил водички, это 100 рублей, и попкорн там 300 рублей, да. Получается 1100 рублей, а тут за такие же деньги можно подписаться на несколько платформ. И захотел, купил там за 120-200 рублей, или по подписке посмотрел. Так что это уже 21 век. Таким образом создаются все новые хорошие фильмы. И ну, это правильно. То, что вот хочу сейчас пример привести, который я всегда привожу, когда меня спрашивают, вот почему вы, якутские режиссеры, продюсеры, показываете свои фильмы платно, а не бесплатно влаживаете в YouTube, да? Вы же сахаларга басховолохта. Ну, ответить я хочу таким образом. Вот я менял масло, и вот так апеллирует свое видение, да, ремонтик, да, мастер. И я ему отвечаю: ну вот ты саха, я саха, а почему ты меняешь масло по твоей логике мне за деньги? Почему учителя учат, вот учителя саха учат детей саха платно, почему в магазинах продавцы саха продают сахаларга за деньги, да? Ну, по той логике все должно быть всем бесплатно. Ну, такого же не может быть. Все равно любой труд должен оплачиваться. И ну, многие скажут: ну, не снимайте кино, но помимо вот людей, которые не хотят платить и не любят, да, смотреть кино, в частности якутские, и есть у нас свои зрители, которые ждут и поддерживают. Так что итог: смотрите кино правильно, в легальных онлайн-платформах. Ждите премьер в кинотеатрах. Мы работаем, чтобы вы увидели еще лучшие и лучшие фильмы. Всем пока.